Всем привет! Сегодня мы познакомимся с опровержением в дебатах. Итак, что такое опровержение? Опровержение – это рассуждение, направленное на тезис или утверждение с целью установления его ложности и недоказанности. Существует несколько методов опровержения, которые атакуют верность, доказанность, релевантность и значимость аргумента. Давайте познакомимся с ними. Отрицание. Аргументы оппонентов отрицаются и предлагаются доказательства того, что их слова неверны. Давайте посмотрим на примере. Смертная казнь снижает уровень преступности. Опровержение. Нет, на самом деле смертная казнь не снижает уровень преступности, потому что государство таким образом дает посыл обществу в допустимости убийства человека. То есть тем самым мы получаем увеличение количества преступлений. Минимизация. Обоснованность аргументов не отрицается, однако значимость этого аргумента сильно преуменьшается. Каким образом? Аргумент. Необходимо отменить всеобщую воинскую обязанность, так как за это время молодой человек может устроиться на работу, создать семью и сделать карьеру. Опровержение. Да, мы с этим согласны, однако по статистике только 8% молодых людей от 18 до 20 лет создают семью. Следующий метод опровержения – перевес. С аргументом оппонентов можно согласиться, но привести для себя другие выгодные факты, опираясь на более важные ценности. Аргумент. Введение единой школьной формы приводит к улучшению качества образования, так как это дисциплинирует учащихся. Опровержение. Да, мы согласны, однако вместе с этим это ограничивает индивидуальность и творческое развитие школьника. Следующий метод опровержения – демонстрация несоответствия. Через данный метод мы ставим под сомнение релевантность аргумента по отношению к заданной теме. Аргумент. Более 80% всех курильщиков страдают легочными заболеваниями. Опровержение. Ваш аргумент о вреде здоровья курильщиков неопровержим. Однако сегодня мы обсуждаем запрет курения в общественных местах. И следующий метод опровержения – демонстрация сомнения. Через данный метод мы проверяем достоверность фактов, надежность источников и компетентность авторитетов, на которые ссылается наш оппонент. Мы также можем подвергнуть сомнению примеры, которые основываются на личном опыте и определенной исключительной ситуации. Давайте посмотрим на конкретном примере. Марк Цукерберг утверждает, что численность пингвинов на Северном полюсе сильно сокращается. Мы не можем считать его мнение за истину, так как Марк Цукерберг не является экспертом по вопросам охраны окружающей среды. Надеюсь, предоставленная информация для вас была полезной. Всем удачи!